Фестиваль «Кунаки» – это не просто фестиваль кино. За десятилетнее существование на его площадке работали поэты, художники, писатели, публицисты. Вот и в этом году в рамках фестиваля прошел круглый стол на тему «Кавказская лира, поэзия Кавказа и Абхазии». И мы планировали этот вечер. Обычно, конечно, я как президент фестиваля работаю с любимыми мною и хорошо знакомыми мне людьми. И вот такими людьми в литературе оказываются мой дорогой Геночка Лане. И я благодарна, что здесь сегодня пишущие люди. Цель круглого стола, как и всего фестиваля, восстановить общее кавказское братство, утерянное с развалом СССР. Пока мы начинаем восстанавливать те старые связи, которые когда-то очень активно держали на плаву очень большой и мощный корабль под названием «Северный Кавказ», который, в общем-то, имел какой-то свой курс. Сегодня мы этот курс потеряли, сбились, но ваше положение на берегу моря обязывает вас стать вот тем самым парусом, как и Дагестана на берегу Каспийского моря, замыкающего там на востоке Северный Кавказ. Надо сказать, дагестанцы с этим справляются. Это удивительный народ, который своим многоязычием и многоликостью потрясающую внутреннюю энергию для самовосполнения имеет. Встреча двух поэтов Дагестана и Абхазии, двух морей, Каспия и Черного моря. Именно такая задумка была у президента фестиваля, чтобы в течение 2 часов получить возможность понять значение слова, попытаться ответить на вопрос, нужны ли сегодня в наше непростое время поэты. Я благодарю за эту возможность побывать у вас с фестивалем «Кунаки», потому что он потрясающий, такой силой объединяющий и Кавказ, и страну в целом, и в то же время протягивающий руку, а ваш символ на флаге – это протянутая ладонь. И очень хочется отозваться, потому что, побывав здесь, начинаешь понимать еще одну мысль. Вот если говорить о Всевышнем, который создал этот мир, то, наверное, у него есть 2 лика точно. Один суровый, может быть, в чем-то воинственный, а такое стоическое и мощное, призывающее лицо Бога. А есть другое лицо Бога, нежного, любящего, дарующего, щедрого. И мне кажется, именно в Абхазии Бог явил свое любящее, дарующее, щедрое лицо. Отметил какой-то особым знаком. Если мы будем достойны его милости, то весь мир будет таким. На дискуссионной встрече «Кавказская лира» гости обсудили с молодыми поэтами и писателями трансформацию слова в современном мире. Рената Шакай, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.